Чтобы заявить о себе в IT-сфере, не обязательно переезжать в Кремниевую долину. Российские программисты доказывают, что сделать это можно даже находясь в регионах, в том числе и Чувашии. В этом году два наших диджитал-проекта заняли призовые места на Всероссийском форуме «Проф-IT». Что это значит для обычных жителей Чувашии, расскажем в программе «Главная тема». Здравствуйте! За первое полугодие 2021 года каждый пятый житель Чувашии обратился в многофункциональный центр. Если городским жителям до учреждения рукой подать, то сельчанам, чтобы добраться до МФЦ, приходится немного попотеть. Один многофункциональный центр на весь район, и он, как правило, находится в самом сердце муниципалитета. В региональном МФЦ задались вопросом, как можно устранить это неравенство. Мы всегда думали о том, что у нас услуги, которые мы предоставляем, должны быть в шаговой доступности. Первое, что мы хотели сделать, о том, чтобы услуги можно было получать в комфортных условиях, не выходя из дома, раз. А те услуги, которые у нас требуют обязательно донесения и работы с бумажным документом, такие как услуги Росреестра, услуги МВД, это получение паспортов, в любом случае они у нас должны быть доступны в шаговой доступности от наших с вами жителей. Мы расширяем сеть МФЦ. Если на данный момент у нас 31 точка обслуживает территорию Чувашской Республики, то с применением этих технологий мы ее планируем расширить до 150 точек присутствия. Специализированные точки должны появиться на базе модульных библиотек. Для этого, считает руководство МФЦ, есть все условия. Компьютеры и сам библиотекарь, который в дальнейшем пройдет обучение и уже со второго квартала следующего года сможет обслуживать население. Естественно, не каждый день выдавать книги сельскому библиотекарю все-таки придется. Но 2 раза в неделю районные учреждения культуры будут открыты для тех, кому необходима помощь в вопросах муниципальных и государственных услуг. Эти люди будут наделены функциями, так сказать, уполномачивание заверять личность. То есть говорить о том, что мне пришел именно Иван Иванович, вот он паспорт предложил, то есть, по сути дела, идентифицирование личности и, соответственно, вложение документов в саму систему. То есть решение о принятии документов и продвижении дела все равно будет принимать специалист, который находится в центральном офисе. Услуги, где требуется лишь консультация специалиста, можно получить, не переступая даже порог дома. Потребуется лишь компьютер или телефон с выходом в интернет. Сегодня работает сайт ТелеМФЦ, где можно записаться на онлайн-консультацию. Именно этот проект посчитали лучшим на Всероссийском форуме «Проф-IT». Программистам Чувашии удалось обойти серьезных конкурентов из Удмуртии и Белгородской области. У нас сейчас среди IT-сообщества, безусловно, есть регионы-лидеры. Да, это, конечно, там Москва, да, как правило, это регион с достаточно большим бюджетом, в том числе. Это Татарстан, это Белгород традиционно, там, это Вологда. То есть это коллеги, которые активно что-то внедряют и дают это посмотреть другим коллегам. Если говорить про ТелеМФЦ, то это проект, который реализует наш МФЦ. На самом деле он, наверное, единственный в России сейчас такого плана, и очень многие другие субъекты заинтересовались этим проектом, просили у меня доклады и презентации, потому что проект позволяет, по сути, посредством видеоконференц-связи оказать из любого места, из любого МФЦ и окон, которые у нас открыты дополнительно на базе модульных библиотек, оказать любую услугу. Если есть достаточно сложные услуги, которые знает определенный круг специалистов, все-таки специалисты МФЦ, они хоть и универсальные, но по некоторым специфическим услугам, например, это банкротство, есть точные эксперты. Услуга редкая, и совсем не обязательно знать каждому специалисту там очень сложные редкие услуги. Достаточно иметь определенный пул специалистов МФЦ, которые могут оказать услугу. И наш МФЦ реализовал возможность удаленного консультирования, удаленного оказания услуг посредством видеосвязи. Вроде бы решение лежит на поверхности, но до него вот Чувашская республика, мне кажется, додумалась первым. Поэтому это признали наши коллеги, и, конечно, благодаря этому и такому изящному решению мы заняли первое место. Проект также упростит жизнь бизнесменов на селе, ведь далеко не во всех районах МФЦ есть возможность помочь предпринимателям решить те или иные вопросы. Так называемые бизнес-окна представлены лишь в 6 муниципалитетах республики. Наша статистика показывает, что каждый третий вновь образованный предприниматель, он у нас регистрируется не в специализированных окнах, а регистрируется в наших обыкновенных окнах, в которых нет полной инфраструктуры поддержки их как предпринимателей. В бизнес-окнах оказываются еще специализированные услуги для юридических лиц начинающих. Это прежде всего консультации в очной форме по различным мерам поддержки
раз открытие расчетных счетов и полное сопровождение наших предпринимателей. Естественно, такое в универсальных наших окнах, в которых мы обслуживаем наших граждан, невозможно. Поэтому мы хотели приблизить и дать возможность индивидуальным предпринимателям получать весь спектр услуг на всей территории Чувашской Республики. На сайте ТелеМФЦ предприниматель может выбрать день и время, чтобы записаться на прием к консультанту. Онлайн-встреча длится полчаса, в систему возможно загрузить файлы документов, отправлять текстовые сообщения. Работники МФЦ хорошо знают, как дорого для предпринимателя время. COVID-19 стал не только вызовом для медиков, можно сказать, что и для IT-сообщества тоже. Наши разработчики придумали приложения, которые помогают муниципальным и региональным органам власти контролировать бизнес на соблюдение антиковидных мер, отслеживать процент вакцинированных на предприятиях. Также айтишники наладили связь между волонтерами и нуждающимися в их помощи. Мы сканирование QR-кода, подводят, и точка загрузилась. Мы видим то, что ему нужно сделать какую-то доставку и выполнить. Волонтер сканирует QR-код, размещенный на медицинском рецепте. На нем отображена вся нужная информация, кому и куда доставить необходимые медикаменты. Приложение продумали до мелочей. Здесь же в реальном времени можно отслеживать маршрут добровольца. В момент передачи медикаментов волонтер обязан запечатлеть на фото и загрузить в сервер. По такому же аналогичному принципу работает и приложение «Мобильный контролер». Бригады, которые осуществляют проверку, мы видим, что они сейчас будут осуществлять проверку вот район Шубашкар. Как только задание будет выполнено, этот кружочек подкрашивается зеленым цветом, соответственно, результат работы здесь уже выходит, уже видно. В рамках проекта «Мобильно-цифровая платформа. Конструктор решений», кстати, он тоже стал абсолютным лидером на форуме «Проф.IT», разработчики придумали еще одно приложение, которое призвано помочь контролировать распространение коронавируса. Этот программный продукт уже используют в региональных и муниципальных учреждениях. С его помощью можно отслеживать процесс вакцинации сотрудников на предприятиях. Вообще вся серия решений, она изначально затачивалась под то, чтобы увеличить эффективность работы и взаимодействия региональных и муниципальных органов власти. Потому что решение позволяет достаточно быстро собирать информацию, а люди, принимающие очень важные управленческие решения, могут оперировать уже достоверной информацией. Ее нельзя фальсифицировать, ее нельзя придумать. Вся система, по результатам, вся информация по результатам обходов сразу же отправляется на сервер, и, соответственно, уже потом сразу же формируется отчетность за несколько секунд, и люди, принимающие решения, уже видят всю аналитику. О ручках и блокнотах уже позабыли волонтеры, собирающие мнения жителей республики по различным вопросам. Все нужные инструменты теперь в одном приложении – мобильный социологический опрос. Программисты продолжают совершенствовать приложение и надеются, что их труды будут оценены не только на уровне республики, но и всей страны. Все эти 4 приложения в идеале должны объединиться в один большой сервис цифровой, который должен на базе Добро.ру сделать возможность одним приложением выполнять работу по доставке каких-то лекарств, зафиксировать, например, помощь какому-то человеку там, в какой-то работе. Например, ковидное нарушение приложение может помочь фиксировать закладки наркотиков, либо граффити, которые указывают, что здесь что-то проводится. То есть информация сразу может направляться в МВД напрямую. Приложение по социологическому вопросу может позволять опрашивать население определенной территории, узнавать, какое у них мнение о том, что, например, сейчас происходит. Что бы можно сделать лучше и сделать, улучшить. А приложение АРМ-вакцинация – это больше некая статистика, которая позволяет как раз отслеживать вот эти показатели. Насколько все стало лучше, что было тогда и что сейчас. Переговоры, кстати, с крупнейшей российской платформой добрых дел сейчас активно ведутся. Хочется надеяться, что идеи наших программистов будут и дальше востребованы на отечественном рынке. Это была программа «Главная тема». До свидания.